4 июля в онлайн-формате прошел очередной саммит стран ШОС под предводительством премьер-министра Индии Нарендры Моди. В саммите приняли участие президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф и главы 4 центральноазиатских республик. К саммиту присоединился и иранский президент Эбрахим Раиси. По итогам саммита Иран был принят в состав ШОС в качестве постоянного члена организации. На саммите была принята совместная Нью-Делийская декларация, в соответствии с которой Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан поддерживают китайскую инвестиционную торговую инициативу «Один пояс, один путь». Индия, традиционно оппонирующая Китаю, ожидаемо отказалась поддерживать проект «Один пояс, один путь», так же, как и отказалась подписывать стратегию экономического развития Шанхайской организации сотрудничества ШОС на период до 2030 года, ссылаясь на то, что окончательный вариант текста содержал слишком много отсылок к китайским дипломатическим инициативам и политическим идеям, которые отражали важнейшие для председателя КНР Си Цзиньпина политические проекты, такие как глобальная инициатива развития. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил сожаление, что в ШОС нет механизма финансирования экономических программ. Следует признать, что за более чем 20 лет не удалось реализовать ни одного крупного экономического проекта именно под эгидой ШОС. Поэтому предлагаю поручить Совету глав правительств рассмотреть возможность создания совместного инвестиционного фонда, заявил казахстанский президент. Его поддержал Садыр Жапаров. Достойно сожаления, что в течение длительного времени мы не продвинулись в решении одного из наиболее важных, на наш взгляд, вопросов торгово-экономической составляющей нашей организации. Стоит напомнить, саммит ШОС прошел через 2 недели после государственного визита в Вашингтон Нарендры Моди, по итогам которого президент США Джо Байден назвал Индию одним из самых близких партнеров американцев в мире.